В Якутске открыли памятник Валентину Антонову, народному артисту Якутской ССР и РСФСР. Имя Валентина Дмитриевича особенно известно в культурных кругах, да и далеко за пределами республики, причем и начинающим, и уже опытным артистам. Несмотря на то, что свой творческий путь Антонов прошел не только в Якутии, но и в других регионах Советского Союза и России, его судьба тесно связана с нашим краем. В театре русской драмы он отслужил 12 лет и после перерыва в 1971 году вернулся на его сцену, а затем и возглавил драмтеатр. Подробнее нам сейчас расскажет моя коллега Мадина Халикова. Она присоединяется к нашему эфиру. Мадина, здравствуй. Расскажи о монументе и кто сегодня собрался на открытие памятника. Кристина, здравствуй. В этот солнечный день действительно здесь царит потрясающая атмосфера. Люди собираются возле памятника Валентина Антонова, собственно, в переулке Антонова, возле Пушкинского драматического театра. Сегодня открыли здесь памятник действительно мэтру и мастеру актерской деятельности. Все сослуживцы, сотрудники театра, ветераны искусства пришли почтить его память. Ведь в сентябре ему исполнилось бы 95 лет, в 2014 году мастер скончался из-за тяжелой болезни. И вот таким образом решили почтить его память и сделать потрясающий монумент. Он отлит из бронзы, отливали его в Москве. Ну а почему решили это сделать сегодня, нам расскажет министр культуры Республики Саха-Якутия Юрий Куприянов. Давайте его послушаем. Что такое вообще памятники? Да, многие же говорят, для чего мы делаем памятники. Мы памятники ведь ставим для будущего, чтобы не забыли по такой дороге, которой мы идем, и чтобы никто не заблудился. На самом деле памятники, которые нас объединяют, это очень важно нам. Я уверен, что день рождения Валентина Дмитриевича в сентябре, когда театр будет открываться, только работать, здесь будут сидеть друзья и люди и вспоминать, какой дорогой идет Русский академический театр, какие новые постановки, какую радость он несет людям. Поэтому в городе у нас и вообще в жизни нашей должны быть места, которые нас приглашают к общению, которые нас объединяют. Я очень хочу, чтобы вот этот памятник Валентина Дмитриевича был именно таким в нашем театральном сообществе. Валентин Антонов работал во многих субъектах нашей страны, но с Якутией он связан, конечно, очень тесно. С 1954 по 1966 годы служил в театре, потом уехал, потом снова вернулся и продолжил здесь свою деятельность, и потом даже возглавил Русский драматический театр. Позже занимался уже преподавательской деятельностью, и сослуживцы вспоминают его очень тепло, говорят, что это человек, который заряжал своей энергией абсолютно всех, кто приходил к нему на учебу. Ну и сейчас вот так вот просто можно присесть рядом с Валентином Антоновым, встретиться здесь с друзьями, просто посидеть на лавочке, вспомнить молодость для тех, кто работал с Валентином Антоновым. Ну а пока на этом у меня вся информация. Кристина, передаю тебе слово. Спасибо. Подробности об открытии памятника Валентину Антонову нам рассказала Мадина Халикова.